Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами вновь встречаемся в Музее мордовской народной культуры. Для государства основными атрибутами являются гимн, герб и флаг. Флаг нашей России, он трехцветный – бело-сине-красный. Именно эти цвета мы видим здесь на столе. И история этого флага, она очень такая продолжительная. Цвета этого флага использовались еще в петровские времена, но это был флаг не государства российского, а трехцветный бело-синий-красный флаг – это был флаг торгового флота России. И действительно, этот флаг гордо нес торговый флот. Ну а цвета белый, синий, красный цвет, что они означают? Они несут в себе достаточно простую символику. Красный и синий цвет – это цвета, близкие именно народу, именно крестьянству. Когда крестьянин одевался на праздник, будь то мужчина или женщина, мужчина одевал красную или синюю рубаху-косоворотку, женщина одевала красный или синий сарафан, и это были очень близкие народу цвета. Ну а белый цвет? Белый цвет – это цвет снега, это цвет зимы, которая у нас в России длится достаточно долго, целых 5 месяцев может лежать у нас на улице снег. Именно вот этот триколор мы с вами будем использовать сегодня для очень оригинальной идеи, для изготовления заколок для девочек. Ведь девочки – это большие модницы, которые хотят быть красивыми, нарядными и быть именно в том стиле праздника, который мы празднуем. Ну а цвет сегодняшнего праздника – красный, синий и белый. Именно вот эти цвета мы будем использовать для изготовления заколок. И вот эти заколки я вам сейчас демонстрирую. Действительно, они имеют в себе цветовое решение нашего российского флага. Одна заколка – это бант, который крепится сзади вот такой прищепкой, или, как называют эту заколку, крокодильчик. А вторая у нас будет заколка, это резиночка для хвостика, для косы. Я тоже думаю, что украшение очень интересное и оригинальное. Ну и, конечно, я перечислю те материалы, которые нам с вами сегодня понадобятся. Нам с вами понадобятся атласные ленты 3 цветов: красные, синие и белые. Лента красная должна быть 4 сантиметра шириной и 2,5 сантиметра шириной. Синяя и белая ленты 2,5 сантиметра шириной. Также для декорации нашей заколки потребуется вот такая лента триколор. И для второй заколки лента синего или красного цвета шириной 1 сантиметр, небольшой отрезок. Также нам понадобится вот такая заколочка, которую называют еще крокодильчик. Это для одного изделия. Для второго изделия понадобится небольшая резинка белого, красного или синего цвета. Но для того, чтобы собрать все это, нам, помимо всего прочего, понадобятся еще ножницы, иголка с ниткой. Нитка может быть различного цвета, но главное, чтобы в шитье она не рвалась. Кроме этого потребуется клей. Клей мы берем либо титан, либо клей кристалл. Еще более идеальный вариант, когда есть клеевой пистолет. Для того, чтобы края лент не осыпались, нам потребуется с вами зажигалка. Ну и линейка для того, чтобы отмерять длину наших лент. Начинаем мы с вами мастер-класс вот с такой интересной заколочки, которая выполнена в форме бантика. Для изготовления этой заколки нам понадобится лента шириной 4 см и длиной 20 см, в
количестве 2 отрезков. Также нам понадобится лента 2,5 сантиметра шириной. И также длина этой ленты равняется чуть поменьше, чем красная лента, 16 сантиметров длиной. Еще белая лента, 1 отрезок, тоже длиной 16 сантиметров. Для декорирования, как я уже говорила, понадобится лента триколор, 1,5 сантиметра шириной, и где-то длиной она у нас получается 18 сантиметров. Также нужен нам вот такой защип и зажигалка. Зажигалкой мы должны будем, или спичками, если нет зажигалки, обработать края наших лент. Все краешки я уже обработала, но чтобы вам показать, я обработаю последний оставшийся край. Вот так, чтобы наша лента не сыпалась. Все наши ленты готовы, и мы начинаем сборку нашей заколки. Итак, мы начинаем сборку нашей заколочки. Берем каждую ленточку с обработанными краями и сворачиваем пополам. Проводим посередине пальцами для того, чтобы отметить серединку. И так проделываем с каждой лентой. Это нужно будет для того, чтобы собирать потом каждый цвет ленты, и чтобы это получилось очень хорошо и аккуратно. Все 3 цвета согнули, положили и начинаем с красной ленты. Мы сворачиваем один край к центру, но от центра делаем захлест миллиметра на 2-3. Также подворачиваем поверху этой ленты второй край, заходя на 1,5-2, может быть 3 миллиметра. Для того, чтобы скрепить эту ленту, нам понадобится иголка и нитка. Вот на конце обязательно должен быть узелок. И мы начинаем собирать наш бантик. Вот так прошиваем, начиная от самого края. Проходим мы до самого-самого краешка, для того, чтобы потом собрать это все в сборочку. Дошли до края, берем вторую ленту красную и проделываем то же самое. Согибаем одну сторону к центру с захлестом на 2-3 миллиметра, вторую сторону захлест на нижнюю сторону и начинаем также прошивать. Стараемся, чтобы все у нас попало под иголочку. Дошли мы до конца. Теперь соединяем 2 наших части и сосборяем и одну, и вторую, чтобы они стали как единое целое. Затем оборачиваем вокруг центра нашу ниточку, а вы видите, что ниточка должна быть достаточно крепкой, прочной, чтобы в неподходящий момент не порваться. Закрепляем. Можем пройти несколько раз по ленте, проткнув иголочкой ткань, для того, чтобы это все закрепилось хорошо. И закрепляем несколько узелков.
Отрезаем, убираем первый бантик. Делаем обязательно на конце узелок. Берем вторые две ленточки синего цвета и то же самое проделываем к ценру. Первую ленточку с захлестом на 2-3 мм и вторую сторону также. И прошиваем. Проходим стежку, даем от начала и до конца. Прошли по первой ленточке, берем вторую и то же самое делаем. Собираем вместе. Оборачиваем 2-3 раза, чтобы серединка у нас была тоненькой. И закрепляем. Второй бантик у нас готов, синего цвета. Мы откладываем к красному. И последняя часть это белая. То же самое проделываем. К центру с одной стороны с захлестом, к центру со второй стороны внахлёст. И обязательно не забываем опять сделать узелок. И также прошиваем от начала до конца. Шов вперед, иголка. Дошли до конца, также сосборяем и приматываем. Вы видите, что у нас белый бантик получается одинарным. Отрезали, расправляем. И вот наши 3 бантика готовы. Красный, синий и белый. Теперь нам нужно их собрать. Берем красный цвет, красный бантик и серединку намазываем клеем. Мы должны будем соединить наши детали. Намазываем клеем кристалл. Намазываем хорошо, чтобы все детальки соединились. И укладываем сюда синий бантик в центр. Соединяем серединки, прижимаем. Хорошо прижимаем. Намазываем сверху синий бантик, также клеем. И укладываем в центр белый бантик. Вот так у нас получается. Ну и серединку мы с вами соберем с помощью вот этой ленточки триколор. Для этого переворачиваем наш бантик. Намазываем сзади клей и присоединяем ленточку. Немножко прижимаем, чтобы все это собралось. И вокруг серединки начинаем оборачивать. Вот так это у нас получается. Так.
поворачиваем назад, намазываем еще клей. Закрепляем. Теперь мы не забываем о том, что нам нужно приделать вот этот вот карабинчик. Для этого мы также намазываем клей. Клея достаточное количество, так чтобы наш крокодильчик приклеился. Прикладываем в серединку и лентой продолжаем оборачивать. Пропускаем вовнутрь крокодильчика и, натягивая, опять-таки выводим вперед. Спереди мы подмазываем обратно клей. Немного, чтобы ленточка легла на свое место. Вот так. Поворачиваем. И сзади также приклеим. Пропускаем сюда. И лишнее отрезаем. Опять в помощь нам с вами для обработки края зажигалка. Все у нас прикрепилось. Бантики у нас все на месте. Вот так у нас с вами получилось. Такая вот заколочка. Это будет вторая к нашей уже имеющейся. Одна пара заколок готова. Теперь мы приступаем к изготовлению второй нашей заколочки. И это у нас будет с вами резиночка. Что нам понадобится для этого? Мы берем опять атласные ленты шириной 2,5 сантиметра и длиной, как вы можете видеть, все три по 20 сантиметров. И одна ленточка красного цвета шириной 1 сантиметр, 18 сантиметров длиной для декорирования серединки. Итак, так же как и первую заколочку, мы ленты согибаем пополам для того, чтобы найти серединку. Красную, синюю. Обязательно пальцами проводим по центру и белую. Начинаем работу с красной ленточки. И так же, как в первый раз, мы с вами проводим захлест на серединку на 2-3 миллиметра. Верхнюю вторую сторону также берем ниточку нашу с иголочкой и также начинаем прошивать. Но говорю сразу, что шить нужно до середины, вот до сюда. То есть мы делаем буквально 1-2 шажочка и останавливаемся. К серединке мы прикладываем следующий оттенок ленты, это синий. К серединке закрывает половину ленты. Обводим вокруг, придерживая пальцами. Заводим другую сторону также поверх. И продолжаем шить. Также практически 1-2 стежка и подходим к третьему цвету ленты, к белому. Укладываем в центр, придерживаем пальцем, обводим вокруг, выводим на центр
поправляем все и продолжаем скреплять. Обязательно, чтобы иголочка закрепляла все ленты. И доходим здесь уже до конца. Проводим стежки. Собираем наш бантик вот таким образом. Так же, как и первый раз, мы с вами серединку закрепляем обязательно ниточкой. Несколько узелков завязываем, чтобы это все хорошо держалось. Отрезаем. И расправляем. Здесь у нас уже получается с одной стороны 3 цвета и с другой стороны 3 цвета. Теперь мы с вами декорируем серединку. Опять для этого нам понадобится клей. Берем мы с вами клей, намазываем с задней стороны клеем. Берем нашу ленточку для декора. Здесь она у нас красная. Хорошо прижимаем. Обводим наперед. Вот так мы закрываем с вами серединку, которая у нас все скрепляет. Опять проводим назад. Намазываем клеем. Склеиваем. И так проводим еще разок по центру спереди. Заводим назад. Но мы с вами помним, что у нас с вами резиночка должна получиться. Для этого мы берем белую резиночку и хорошо ее приклеиваем сзади. Такой вот у нас большой слой клея, куда мы посадим резиночку. А резиночку мы должны будем обойти вот так через колечко, через петелку нашей ленточкой. Вот так. И ленточка у нас приклеивается, и резиночка у нас приклеивается здесь сзади. И спереди у нас все красиво. И еще раз мы пропускаем нашу ленточку. Вот так натягиваем, чтобы все было хорошо. Проводим по центру и закрепляем сзади клеем. Не боимся клеить. Чем лучше и больше у нас будет клея в разумных пределах, тем лучше будет держаться лента. Опять-таки лишнее мы с вами срезаем. Видите, нам пригождаются не все те сантиметры, которые мы с вами отмеряем. Что-то остается лишним. И опять краешек поджигаем, приклеиваем. Убираем все лишнее, расправляем наш бантик. И вот наша с вами резиночка в стиле российского флага триколора готова. Вот первая резиночка, а к ней в комплект другая. Всегда интересно найти отличия. Синяя серединка и красная серединка. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами закончили наш мастер-класс.
Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошел к концу наш мастер-класс, который называется «Мы красивы в цвет России». Вот такие две заколочки у нас с вами получились. Ну что ж, желаю вам успехов в таком нелегком деле нарядить себя. Ну что ж, до новых встреч!